Ассаляму алейкум, в эфире телеканал АТР, марафон Саева АТР, «Голос Крыма» Мая будут в эфире. Подходит к концу, не помню, какой уже месяц этого, ну, я бы сказал, позорного для Украины процесса. Но я так понимаю, что стыда там никакого нету ни у кого, кто эти вопросы решает. Люди спокойно наблюдают за издевательством над крымским татарским народом, над тем, как трепет нервы в преддверии 18 мая людям. В общем, мы, в принципе, привыкли, это второй год подряд уже такое, именно пик вот этого, если так можно сказать, предсмертного состояния АТР приходится как раз к дню депортации. Возможно, это как-то ментально связано у людей постсоветских с людьми советскими. Мне трудно залезть им в голову. Но ощущения такие достаточно мерзкие. Никто, скажем так, ничего реально пока не делает. Одни разговоры. Ну, посмотрим. Как бы мы ко всему готовы. Я благодарю за поддержку всех, кто ее нам оказывает, и кто смотрит, и кто подписался, еще подпишется на Patreon АТР. Благодаря вам мы существуем, и благодаря вам будем существовать в любом случае. Как бы это такое дело. Да? Без голоса нет нашего народа, без канала АТР о нашем народе и о положении дел в Крыму никто уже больше не услышит. Но, видимо, это понимают и какие-то люди, которым не выгоден АТР. Поэтому мы имеем такие проблемы. Ну, в общем, давно пережеванная тема. После того, как бы, я не хочу это повторять, но, в общем, отношения некоторых довольно высокопоставленных представителей нынешней украинской власти к нашему народу оставляет желать много лучшего и заставляет краснеть перед западными партнерами, которые искренне не понимают, почему канал АТР не нужен Украине сейчас, почему именно этот канал нужно придушить, нужно отключить от эфира, чтобы он не мог транслировать на Крым. Это невозможно объяснить никому вообще. Это понимают, наверное, только те люди, которые занимаются уничтожением АТР. Но спросить у них ничего невозможно, поскольку эти люди заняты очень сильно своим делом. Вот, и, в общем, короче, мы продолжаем нашу работу, тем не менее, да, я все-таки надеюсь, что разум возобладает. И накануне всех этих грандиозных планов Владимира Зеленского, крымской платформы, стратегии повернения Крыма и прочего, как бы канал АТР все-таки будет необходим нашему государству в борьбе с оккупантом. Ну а если нет, тогда я буду считать эту борьбу имитацией. Вы уж меня простите, господа, пани-то панове, что как бы без АТР я вообще не понимаю, как вы будете все это реализовывать. И, то есть это будет такой фейк, но об этом тоже, наверное, это тоже будет понятно всем вокруг, потому что невозможно одной рукой делать добро, а другой рукой унижать коренной народ Украины вот такими вот вещами, да. Тем более, что никто тут ничего лишнего не просит, потому что все наши расходы, они абсолютно ясны, прозрачны, они все на экране. Вот, и наша единственная цель — это чтобы наш народ смотрел нас в Крыму. И других целей никаких нет. Вот, мы сюда приехали только за этим. Украина — это Крым, и Крым — это Украина. И мы будем бороться до конца. К сожалению, очень много сил уходит на борьбу с бюрократизмом, с непониманием, с какими-то вещами, которые невозможно. Наверное, со школы нужно объяснять, кто такой Мустафа Джамилев, кто такие Харамлы, что это все такое. Наверное, когда идешь на государственную службу, нужно почитать некоторые статьи, узнать, кто такой Джамилев и кто такие мы. Окей. Надеюсь, этот курс образования наши чиновники когда-то пройдут. Надеюсь, сжатые сроки. И сейчас я хочу поговорить о том, о чем мы ждали сегодня весь день. Выступление. Мы ждали. Что значит мы ждали? Но Путин обращался к своему стаду. Это так называемое федеральное собрание баранов. Я видел, просто посмотрели на эти лица, если, да, это вот такой страх, потом раз таки сидят, потом хлопают вот так, да. Это просто зрелище таких, достаточно богатых, обеспеченных рабов, таких избранных рабов Путина, да, которые ни на что не влияют никогда, но, значит, Путин их как массовку использует. Ждали всего плохого разного, потому что именно это федеральное так называемое собрание преступников, оно и дало добро когда-то на ввод войск в Украину и утвердило присоединение, как они говорят, Крыма.
И вообще она готова утвердить хоть Путина на царство. Вот если он скажет, они проголосуют тут же за то, чтобы даже себе самим голову отрубить прямо на выходе из этого помещения. Я ни секунды в этом не сомневаюсь, ни секунды. Да? Вот, поэтому все могло быть, могло произойти. Но Владимир Путин, как это, кстати, нередко с ним бывает, он как чекист, он достаточно знает всю эту психологию. И вот когда от него чего-то ждут, как раз ничего и не происходит. Так много раз было. И вот раз так же произошло. Я так подумал, что даже и нечего цитировать, и нечего обсуждать, ну, кроме там чего, то, что мы определим, где красные линии, ну, конечно, еще чего, ты будешь, границы России нет, красную линию он определит, а восход солнца ты не будешь определять, случайный закат? Нет, конечно, это вопрос не в компетенции даже такого фюрера великого, как Путин. И это, наверное, мир будет решать, где красные линии, для России, не наоборот, но как бы никто не запрещает человеку самого себя считать кем угодно, да? И больше, ну, ничего мы там не слышали, но почему я пригласил сегодня в нашу студию человека совершенно неординарного, с которым я хочу, чтобы вы познакомились. Она была несколько раз у нас в эфире, но вот так в прямом эфире в студии нет. Это Алена Васильева, она беженец, политический беженец из Беларуси. Привет, Алена. Привет. Я прошу прощения, что я так долго говорил, как бы, но я думаю, что это важное предисловие к тому, о чем мы будем, по сути. Там главное, что он сказал, касается Беларуси на самом деле. А посредственно касается всего, но как бы через события в Беларуси. И как мне показалось, Путин говорил сегодня, в том числе о нашей собеседнице, говоря о заговоре белорусском против Лукашенко и так далее, он не называл имен никаких. Но я прошу вас сейчас внимательно, я думаю, что ни на одном канале такого разбора не будет, вот этого, и он важен в продолжении темы аншлюса Беларуси и так далее, дальнейших событий, связанных и с Украиной тоже, да. Вдруг Путин, сказав про Украину буквально 2 косвенных слова, основное внимание уделил Беларуси. Да? А завтра завтра Лукашенко выступает? Или да, приезжает, завтра на поклон приезжает в Москву, так. Да? Ну, все дискуссии потом, политические. Сейчас давайте посмотрим кусочек. Я попросил вырезать Путина про Беларусь и дальше с Аленой Васильевой. Ставшие недавно известными факты прямой попытки организации в Беларуси государственного переворота и убийства президента этой страны. При этом характерно, что даже такие вопиющие действия не находят осуждения так называемого коллективного Запада. Никто этого просто как бы и не замечает. Все делают вид, что вообще ничего не происходит. Ну, послушайте, можно как угодно относиться, например, к президенту Украины Януковичу или там к Мадуро в Венесуэле. Повторяю, можно как угодно к ним относиться, к тому же Януковичу, которого тоже чуть не убили и отстранили от власти с помощью вооруженного переворота. Можно иметь любую точку зрения по поводу политики президента Беларуси Лукашенко Александра Григорьевича. Но практика организации госпереворотов, планов политических убийств, в том числе и высших должностных лиц, но это уже слишком. Все границы перешли уже. А ведь чего только стоит признание задержанных участников заговора в том, что готовилась блокада Минска, включая городскую инфраструктуру и средства коммуникации, полное отключение всей энергосистемы столицы Беларуси. Это значит, между прочим, что по сути велась подготовка к массированной кибератаке. А как иначе-то? Это так, знаете, просто одним рубильником не сделаешь. И, видимо, недаром западные коллеги упорно отказываются от многочисленных российских предложений наладить международный диалог в области информационной и кибербезопасности. Но много раз это предлагали. Все уходят, просто дождаться обсуждения этого вопроса. А что было бы, если бы попытка госпереворота в Беларуси была бы реально предпринята? Ведь к этому же все и велось. Сколько бы людей пострадало? Как складывалась бы вообще судьба Беларуси? Об этом никто не думает. Так как никто не думал о судьбе Украины, когда госпереворот осуществлялся в этой стране. Но видишь, Алена, есть все-таки человек, который думает о твоей родине, буквально прям вот переживает за такую страну, как Беларусь.
Ты, наверное, все это видела уже, да? Да, конечно, я сегодня это видела. Комментируй это как хочешь, потому что тут и терроризм, и террористические группы, и свержение Лукашенко. Мы внимательно за этим не следим, поэтому мы не знаем. Поэтому с самого начала, что за свержение, кого они это все вменяют, зачем это все предпринято. Вот давай свою промову на эту тему. Вот, что Путин имел в виду? Да. Ну, в этом заговоре участвует несколько человек, все белорусы, двое граждан США, ну, то есть они белорусы, иммигранты в США. Ну, двойное гражданство. Двойное гражданство, да. Засветился бывший психиатр в этом заговоре, который в 2011 году опубликовал документы о том, что Лукашенко страдает мозаичной психопатией. Ну, вообще такое Лукашенко не прощает. Ну, конечно, он был вынужден уехать, были преследования. Подожди, так он уехал? Он уехал. В 2011 году он бежал, он в США. Нет, он остался в США. Но в Зум-конференциях, якобы в этом заговоре, он участвовал. Ты говоришь обо всех, не только о Я говорю обо всех, да. Потому что там несколько человек задержали, те, кто был в Москве на переговорах. Дело очень мутное. В отличие от, скажем, террористов, которые были изначально, там, Автухович у нас было, дело анархистов. Мы это все говорим в кавычках, чтобы вы имели в виду, чтобы все понимали, это террористы, по версии, такие же террористы, Лукашенко. как Крымлы в Крыму, 150 человек сидящих, и это все понятно, да? Террористы мы сразу кавычим, это их версия. Абсолютно верно. Так вот, что думается мне, если первоначально террористические группы, которые у нас были в течение осени, лета и зимы, это была организация КГБ, то в данном случае я считаю, что это организация Лубянки. Это такая метка Лукашенко «давай быстрей». Все, что произошло, начиная с лета, это такое подвижение Беларуси к союзному государству. То есть у нас сложилась отвратительная ситуация цугцванга, да, такого, когда с одной стороны у нас кровавый диктатор, с другой стороны у нас гибридная война России, и где-то с весны у нас появились, я уже неоднократно об этом говорила, кандидаты в депутаты промосковские. В депутаты или в президенты? В президенты, прости, да. Промосковские. Бабарика и компания, там, Тихановская и так далее. Если предположить, что это все промосковские люди, да. А как их используют? Вот Лукашенко в чистую, как бы, ну, мы же видим, что он взял всю ситуацию под контроль, де-факто, да? В чем смысл этих людей? Ты имеешь в виду для Лукашенко или для России? Для России. Для России произошла полная зачистка протестного потенциала в течение нескольких месяцев. Каким образом? Люди выводились на улицу, не было призыва бороться. Людям было обещано чудо мирного свержения власти. Что Лукашенко придет, выйдет, сложит полномочия, пойдет на переговоры конечно, и так далее. Конечно. Он вынужден будет уйти и так далее. Люди мирно выходили на улицы. Было прогнозируемо это, и вся национальная часть, она говорила об этом, кричала. Национальная часть, национальная часть Беларуси. То есть национальные лидеры, которые сейчас сидят, они практически все сейчас сидят. Национальная оппозиция говорила, что в выборах участвовать не стоит, что нужно какое-то время сохранить протестный потенциал, что если вы идете уж, то надо бороться. Это Майдан. Новые лидеры к Майдану не призывали, и тех, кто призывал к Майдану, называли провокаторами. Поэтому, более того, протесты начинались под белыми ленточками, белыми флажками. В общем, все по сценарию Болотной. Люди, которые весной были разыграны как кандидаты в президенты, они никогда не занимались политикой. И то, что они не умели ответить на вопрос, чей Крым, мы знаем. Выдавили из себя там спустя 9 месяцев. Так? Поэтому здесь все было очевидно. Лукашенко власть не отдаст. Это было понятно. Тем, кто хоть немножко интересовался политикой, мирными хождениями точно. Соответственно, когда выводятся люди, происходит зачистка протестного потенциала. Ну, то есть тут либо туда, либо туда. Конечно. Либо расходиться, либо брать власть. Конечно. И это было прогнозируемо. Это было прогнозируемо, что Лукашенко обратится к России. У него другого выхода не было. Слушай, ну Путин его признал на 3-й день, что ли, после так называемых выборов. Путин признал. Но Путин не может сейчас сказать: ой, извините, я ошибся. Путин его признает, безусловно. Но Лукашенко ведь он же не прогнозируемый. Он то туда, то сюда. Он не может сдать Беларусь окончательно. Он боится за себя, он боится за власть. Он не может сдать власть. А у него что, есть выбор теперь?
Но когда он так защищен, в общем-то, Россией, все остальные говорят, что он незаконный, Украина его не признала президентом. Да? Согласна. Тут один только дурачок поехал его поздравлять. Ну, Лукашенко сейчас ездил в Баку на всякий случай и выбил себе там кредиты и большие контракты. Давайте Это не Турция. будем про Азербайджан. Это Да, это- внутрисенговская политика, она мне вообще Согласна. такая, Но знаешь. дело в том, что Лукашенко обещал новую конституцию Путину, отодвигает процесс, обещал подписать дорожные карты. Как только подавление восстания произошло, Да. Лукашенко опять стал делать финт в сторону. Мгм. И в этот момент... Подгуливать. опять. Подгуливать, да, подгуливать. Понимаешь, и в этот момент появляется вот такой вот странный террористический заговор. То есть людям что-то обещалось. Они поехали в Москву, Эдер. В Москве Кто эти люди? Кто поехал в Москву? Федута, Федута я знаю, я был с ним пару раз в эфирах «Эспрессо» здесь. он достаточно русскомирный человек, Федута. Да? Да, в Беларуси он когда-то же был в команде Лукашенко. Слушай, ну там много кто работал. у Лукашенко, Абсолютно, да. и в том Ну, числе он такой из такой из серии «Путин плохой, российские либералы хорошие». Ну окей, мы не будем его взгляды Да, да. разбирать. Ну, Все равно в любом, как в любом бы- случае он не террорист, это понятно. Он не, да. Ну, естественно, там И божьи все эти люди, одуванчики они все абсолютно травоядные. какие-то, вот знаешь, если даже посмотреть на вот этого Александру Федуту, я второго не видел, кого задержали с ним, но это такие ботаники, какого Лукашенко в каком подвале, о чем они вообще там говорят. Нет, да? это, конечно, смешно. Это дело для американского спецназа, там минимум 100 человек на черных вертолетах ночью забирают Лукашенко. Какой Федута, что за бред вообще? Абсолютно верно. Но каким-то образом их записали. Я прекрасно понимаю, как белорусское телевидение делает запись, да? Там же выдают какие-то записи. Ну вот про тебя. Вот когда Они мы же были- фильм про тебя сняли. Да, вот же когда ты мы были- террористка, вот абсолютно. С Туховичем. Вот когда мы... прошлый фильм И был. я слушала, что мы говорим с Николаем. Я слышала свой голос и слышала голос Евтуховича. И вроде бы это наши слова. Только эти слова взяты из совершенно разных диалогов. К примеру, Николай говорит с кем-то другим, это подается как разговор со мной. Оттуда слово. Я не Слушай, знаю, ну как это они технологии, да. мастера. Это ну, они... подожди, вот ты в этом монологе Путина есть или нет? Или это разные группы Ну, это считаются? разные группы, конечно. Разные. Да. То есть ты, Это террористическая группа, но Ты по делу Автуховича? Я по делу Автуховича, да. Ага. я по делу Автуховича. Это группа, которая по версии Лукашенко, ну, по большому счету, тоже собиралась свергать Лукашенко. Просто это событие еще то есть зимнее, смотри, а это вторая дело группа. состряпал, вот как ты думаешь, КГБ Беларуси. А да. вот это дело навязал уже Абсолютно. Путин. Он уже позвонил и сказал, вот Да. вот тебя хотели убить. Не хочешь ли ты стать мертвым случайно? Абсолютно верно. Так ты имеешь в виду? Да, я это имею в виду. А у нас еще есть в запасе. Ты там смотри, давай-ка побыстрее. Подписывай окончательные дорожные карты. Вот он же говорит, вот у нас, смотри, даже в этом интервью он говорит, что мы хотели бы, мы готовы предложить, а белорусская сторона отказывается. Это мне А мы ведь напоминает, готовы, опять же, да. такую, знаешь, такую невесту, Чёрная метка. которую вся деревня знает, что она такая, ну, немножко, да, такая, ну, слаба в моральном смысле. Вот, и она все откладывает свадьбу. Вот, и жених такой напористый, говорит, ну, давай вообще жениться. Она такая, ну, давай завтра, давай потом, давай еще там, у меня не готово, я еще себе там не довязала там фату, да? Или что-то такое. Но мне кажется, что его фата уже, эта ниточка, она как-то уже скрутилась в клубочек. И уже дальше, ну, я не знаю, что. Вот чтобы. Хотя завтра, значит, должен Лукашенко приехать в Москву, да? И сегодня опять, вот он не говорил же про союзное государство, по-моему, ничего, но я так понимаю, это не в византийских традициях, чтобы он что-то говорил. К императору должны прийти. Россия же никого никогда не оккупировала. Конечно. Она же защищает тунгусов, калмыков, ненцев, чукчей, эрзя, мокша, якутов. Все просятся. Вот, под дулом там чего-то, да. Я думаю, что рассчитано на то, что товарищ Лукашенко все-таки поймет уже, что как бы стенка холодная может быть, да, к которой его прижали. Вот, и сам произнесет то, что ему напишут. Но я думаю, что уже все написано, ему вся речь. Боится за себя, Эдер. То есть, естественно, он не думает о независимости страны. Он боится за себя. Он не знает, кем он будет при аннексии. И что с ним сделают при Мавзолей этом. положат. Он это понимает. Вот по мне это такая черная метка. Давай, Саша, быстрее. Вот у нас есть вам такие террористы. Будешь тянуть, будут следующие террористы. Ну и так далее и тому подобное. Поэтому, на мой взгляд, это, конечно, ФСБ. Ну или там сопредельные структуры. Ну, и у тебя есть прогноз, что завтра упадет завтра ниц Александра Григорьевича Пока нет. Лукашенко? Нет?
Пока нет. А что он будет Я говорить? думаю, что еще, это, еще немножко согласуем я дорожные думаю, карты? абсолютно верно. Я думаю, что это будет оттягивание какое-то время. Я думаю, что это будет такая борьба годик-полтора, а потом, как ты отлично когда-то сказала, тебя все цитируют, Путин заменит одного гауляйтера на второго. Ну, зачем некоторые... менять-то, если это такой покоцанный, Да, такой ну, драный этот старый кот покоцанный, уже, но не подписывает окончательных документов. Понимаешь, вот какую-то иллюзию, видимость независимости он так или иначе сохраняет. Те лидеры, которые сегодня, ну вот тот же Бабарико, да, ну не зря же все это было сделано. Он русский банкир, по-моему, да? Газпромовец. Да, «Газпром». Это же все там, Ну, да, я понимаешь, там, это «Газпром». То есть даже те лидеры, которые сегодня есть, оппозиции, они же в той же русскомирной песочнице. Они, критикуя Лукашенко, Да. они говорят о том, что... Путин придет, порядок Путин, да, вот наведет. Путин, Рассуди нас, Путин, царь, Путин, батюшка, посмотри, да. вот этот-то не соблюдает все Это я обязательства. слышал, да. А мы-то да. будем, А да. мы-то вот, да. Я-то- зачем ты с этой Мы-то старой... адекватнее. Зачем ты с этой старой женой? Вот приблизительно так. Вот я такая же мобильная, такая вертлявая. Я не имею в виду пол никакой, я имею в виду в целом вот всю эту историю. И я не про Тихановскую. Я про Тихановскую как раз наоборот хотел спросить. Вот ее же взгляды эволюционировали. И она же не в Москве сейчас прячется, типа. Она же понимает, что... В Вильнюсе. И она, да, и в Вильнюсе она признала, что Крым — это Украина прямым текстом, да. И, ну, я так полагаю, иначе бы просто с ней, ну, дальше литовцы не разговаривали, да. И Запад, раз Литва дала там ей притулок, да. Говорит правильные вещи, в Минск возвращаться не собирается. У нее муж сидит, кстати, до сих пор. У нее муж сидит. Но как ее можно назвать агентом ФСБ или агентом влияния? Ну, я ведь не говорю, что они агенты ФСБ, они просто русскомирные. Что там происходит, я не знаю, но появились они ведь втроем вместе с Бабарикой. Это же все переплетено. Общая платформа, общий штаб и так далее. Потом А вот это объединение перед выборами было? которое, да, Конечно, это- они же все вместе появились, они друг Три друга... жены там же было, да? Колесникова — это патрон, вернее, Бабарика — ее патрон. Это руководитель его штаба. Да, две остальные жены. Но сказать, что Крым Украина, и думать, что Крым Украина, это две большие разницы. Поэтому я не верю, что взрослые, прости, половозрелые люди в течение месяца изменят свое русскомирное мировоззрение, с де юра, де факто мы любим Россию, не знаем, как отвечать, и вдруг они понимают, что им надо говорить, у них нет другого выхода. Ну, я твоих как бы не знаю земляков, но я знаю, что даже если Навального там начнут, я не знаю, что делать, он все равно будет говорить, Крым не быть последним, будет хрипеть, Крым не бутерброд. Ну, Навального... Россия великая, белорусского языка не существует. Украина — это так смешно, на Грузию надо бросить бомбы, Крым наш не бутерброд, и все там. Все. Товарищ, произошла чудовищная ошибка. Меня, русского патриота, закатували тут. Ну, это я такой черная ирония. Я не желаю ни русской тюрьмы, ни смерти в русской тюрьме. Я просто... Вот такая упертость русскомирная, когда вот Путин плохой, но все равно мы вот в этом мире с Россией, мы к ним тянем, вот нас просто как сиськи там влечет. Мы вот просто ползем, вгрызая там линолеум, да, вот к этой, по этому скользкому русскому мирной горке, вот этой все, к этой мамке своей. Но мне кажется, мамка не очень нуждается в них. Вот мне кажется, я с тобой поспорю. Мне кажется, вполне устраивает Лукашенко, и нагнет он его. Может, не завтра. Нет, какое-то время, да. Но зачем ему... Знаешь, это любимое мое стихотворение, это монолог Гамлета. Мириться лучше со знакомым злом, чем бегством к незнакомому стремиться. Ну зачем ему эти все барыки, все эти, зачем? Есть проверенный старый хрен такой, который кто въелся в эту землю. Хрен — это не ругательство, растение. Он там врос уже так, кряжестый хрен такой, да. У хрена мозаичная там шизофрения или психопатия. Мы не знаем, что будет, понимаешь? Слушай, Зависит от у его... Путина есть психиатр с хорошими инъекциями. Мне кажется, с любыми. Ну, не знаю. Все зависит от него, все зависит от Лукашенко. Какое-то время я уверена, что да. Ну, как зачем? от него? Как вот, что он может Не сказать? от него, я что? имею в виду от его... Ну давай посмотрим, что-то скажет. Он пообещает и не сделает. Вот в чем вся проблема. Это же будет роковое вхождение в Россию, да? Ну это конечно. Он пообещает, но не сделает. А что касается, ты говоришь, Навальный не скажет про Крым, а эти говорят. Навальный сейчас не претендует на гранты. Вот буквально вчера было опубликовано, что кабинет Тихановской получает новый пакет грантов, это европейские, американские, на демократизацию Беларуси. Естественно, они будут говорить так, чтобы быть удобоваримы
Европе. Но когда вы при этом говорите, что мы будем нейтральным государством и дружить с Россией, и разрывать договор союзное государство не будем, то уже можешь говорить все, что угодно. Это уже не играет никакой Ну, роли. скажешь, что это тактика, что большинство твоих соотечественников хорошо относятся к России. Нет. Большинство из них смотрят российское телевидение. Вот. И вообще скажут, что ты экстремистки, такие как ты, как Втухович, как другие люди, Поздняк. которые... Поздняк, да, что вы такие странные белорусы, смотрящие в сторону Запада или в сторону Украины. Вот, и почему-то действительно мировое сообщество имеет дело вот с людьми, которые очень осторожно к России относятся, да, а вы тут типа такие экстремисты. Вот я тебе сейчас скажу такую даже вещь, я не буду говорить, откуда мне это пришло, но вот мне пришло украинскую мову и такое письмо. Я просто зачитаю, а ты прокомментируй в Фейсбуке. Я не можу говорити, откуда частна переписка. Но... Хорошо. Вітаю, пане Айдере. Будьте обережні з Оленою Васильєвою. Вона може прикидатися тим, ким не є. Ми з білорусами не знаємо, звідки вона з'явилася і хто чи що за нею стоїть. Я питав про Олену у всіх. Друг по переписці може бути. Немає доказів того, що її переслідували, чи вона брала участь у білоруській справі. Працювала у російських туроператорів, блогером стала, як і кілька інших, спонтанно. Вона говорить те, що хочуть від неї почути, і вривається у довіру конкретних українців, лідерів думок. Ну, тобто, Это прекрасно, я догадываюсь, кто это написал, потому что... Так, могу по пунктам ответить? Да, отвечай, нет, это важно. По пунктам отвечаю. Насчет преследований можно, конечно, писать много всего, но меня показали по ОНТ. Я видел этот фильм, поэтому его видели, да, его видели все, и здесь говорить что-то бесполезно, да? Это фильм, где Алена Васильева, одна из заговорщиков. И «Страна ОА» об этом писала и так далее. далее. Это все про российское, да, и белорусское телевидение сняло. Алена Васильева одна из заговорщиков, одна там она женщина, по-моему, вот, и ей принадлежит там какая-то роль связного с украинскими националистами, какими-то фашистами и так далее. Оружие через границу и прочие там было вещи. названо, в отличие от Путина, что сказал, было названо имя, да? Да. Было названо имя, и наша переписка с Николаем, и наши разговоры. Втуховичем. Ой, ну, с Николаем Втуховичем, да. Значит, я никогда не занималась политикой. Ну вот да. Это знают все. Да. Но я всегда была на тех позициях, на которых была. Я специально совсем недавно, вот слыша все это, не поленилась, прошла по своей ленте Фейсбука, ну, где-то до 2014 года, и опубликовала, вот просто сделала скриншоты, что я печатала. Угу. Там, правда, в основном перепосты тебя и Бабченко. Я тогда очень мало писала. Я специально вот это все опубликовала. Значит, муж у меня известный музыкант, национальный музыкант, группа «Мясцовый час». Все ее знают. Я занималась туризмом, у меня маленькая дочка, ей 8 лет. Естественно, мою русофобию тоже все знают. Вот нет ни одного человека, который может сказать в Минске, что у меня была какая-то другая позиция по Крыму. С 2014 года у меня на телефоне стоял заставкой украинский флаг. Что касается российских операторов, ну это смешно. Турагентство, у меня обычное турагентство в Минске. Все операторы, ТЭС-тур, Корал, их все знают, Пегас, они все, любое агентство работает по договорам. Поэтому ребятам просто нечего сказать. А то, что произошло, Николай был моим другом. А вы давно знакомы, до еще Да, всего? мы знакомы. Мы знакомы. Я хотела его познакомить с журналистами. Он тогда хотел встретиться с тобой. Ты болел, ты это знаешь. Это когда в осенью, было, да, это было в ноябре. Николай был у меня в офисе и работал в период подполья. Сейчас уже это можно говорить. Не было никакой какой-то такой другой деятельности, но он был. Мне поэтому пришлось собрать быстро вещи. Не буду нюансы объяснять, уехать. Николай приехал к нам сюда осенью. Он встречался с журналистом Вадимом Довнером, хотел встретиться с тобой. Что касается канала «Миновито онлайн», я даже не предполагала, что я этим буду заниматься. И идею и канала, и белорусского Майдана я собиралась сделать какой-то бизнес. Мне предложил и уговорил, веря в меня, наш общий друг Павел Фельдблюм. Поэтому здесь настолько все прозрачно и просто.
что вот и все. Вот Да, как бы давай, по пунктам. Расскажи про белорусский Майдан, что это за организация и почему. А вы обращаетесь к западным партнерам с какими-то идеями продвижения европейской западной идеи в Беларуси? Да. Как бы. Значит, у нас такая история. Мы хотели сделать СМИ, и до сих пор хотим. Вот Миновито онлайн. Миновито онлайн это как бы начало, да, это YouTube-канал и Telegram. Беларусью интересуется Миновито онлайн, не знаю, почему так назвали, но Миновито. Именно. А что такое? Именно. Белорусскую, да. Серьезно? Да, Миновито именно. это именно? Именно. Так красиво. Ну так. Ну так белорусская мова вообще сумасшедше красиво. Да. Вот. Значит, кстати, больше всего похоже на украинскую. И, кстати, название вот это придумал Роман Скрипин. Миновито онлайн. Не, ну я просто не знал, что таких слов даже не знаю. Молодец, Рома. Что сказать. Но Миновито, ага, именно. Именно. Это Именно. На Ютубе канал и Телеграм-канал. Подписывайтесь, кто хочет знать другую точку зрения на Беларусь. Не такую, как Кстати, совсем как оппозиция официальная делает. Эдер, можно я договорю тот вопрос, да, который тебе договаривай, писали? По да. поводу того, что она говорит то, что от нее хотят услышать. Это очень Ну, важно. то есть, типа... Я говорю как раз то, что никто не хочет услышать. Нет, в Украине. В Украине ты говоришь, но вот когда ты говоришь про Майдан, когда я сразу узнал, что была за Майдан и так далее, я не знаю тебя совершенно. Ну и Скрипин тебя не знает. Но это вызывает уважение, потому что мы видим, к сожалению, что там 9 из 10 людей, которые выходили на, может быть, больше в Минске, да, они Майдан это вот. А нам это унизительно, потому что Майдан для нас это гордость, это главное событие в истории Украины, возможно, за всю ее историю. Они так говорят, только не Майдан, что только не Майдан, ты что, вообще сумасшедший? Вот, это счастье вообще, и это трагедия счастья в одном моменте, да, но без этого никак. Но как ты, ну, ты же всегда так говорил. Я всегда так говорила. У нас есть общие друзья, с которыми я говорю об этом уже 6 лет, 7. Это Лена Гонтарь и Вадим Довнер. То есть мы дружим уже достаточно много лет. Более того, я всем рекомендую пройтись по моей ленте и посмотреть меня с 2014 года, с 2014, с 2015, то, что я постила и так далее. И если бы у них было хоть что-то сказать, они бы уже нашли. Вот что я хочу сказать. Более того, вещи, я говорю, непопулярные, и если бы мне важно было раскрутить канал, как сегодня делают очень многие пророссийские блогеры и так далее, я бы говорила совсем другие вещи. Я оттолкаюсь... Канал для белорусов раскрутить? Да, и для белорусов здесь сидят блогеры абсолютно такие протихановские и прочее. Они совершенно в другой риторике, у них гораздо больше подписчиков. И, кстати говоря, очень многие блогеры вот такого толка предлагали мне выйти с ними на связь, дать интервью и прочее. Для накрутки голосов я это не сделала. Но, поэтому я иду своим путем, и ты все. не общаешься с другими белорусскими? Может быть, и в эфире и правду сказать? Это все-таки белорусы, не русские. У нас сложилась очень печальная практика. У нас все, что происходит, это жуткий фарс. Страшный фарс. Сегодня, я завтра выпущу на эту тему ролик, есть такой белорусский блогер Ольга Карач. Карач. Я старалась в это не лезть, так скажем, отпочковавшееся звено от новой оппозиции. Да? Воинствующее звено, которое сегодня призывает к вооруженному мятежу. Я сегодня считаю, что это провокация. Именно сейчас. Потому что... как они, находясь в Минске, призывают к восстанию? Они не находятся в Минске, они находятся в Вильнюсе. Там же в Вильнюсе. Сегодня вышел ролик, все могут посмотреть, где она призывает бойцов Донбасса приехать помочь. Вся проблема в том, что она... С какой стороны? Так вот, она призывает бойцов со стороны воюющих за Украину и бойцов белорусов, воюющих за Россию. Приехать в Беларусь и помочь. Подожди еще раз. Хочешь, мы можем поставить? Это же не сделать здесь. Это же белорусов, которые воюют за Украину и которые воюют за Россию. А которые за Украину их примут прямо на границе. Я не знаю, как они собираются это делать. Вопрос не в этом. Ты систему ценностей просто оцениваешь? Вообще они вместе будут... Система ценностей. Ребята, там идет призыв, это не ваша война. Может быть так, что вы же белорусы. Вот вы же белорусы, давайте теперь здесь. Вы там воевали за Россию, тут за Украину, а теперь давайте скидывать Лукашенко. Дело в том, что то, что я говорю, думает очень много людей.
Просто вот эта часть населения, национально, европейски ориентирована, она не участвовала в процессах. Она изначально не верила в эти процессы. Не верила из-за личности? Конечно. То есть было понятно, изначально было понятно, что личности, которые выдвигаются, не сменяются диктаторы на выборах. Весь этот фарс выборный, он был понятен. И было понятно, для чего это делается. Я недавно сняла ролик, где в конце привожу слова Николая Евтуховича. Он говорит об этом. Он говорит о том, что это война двух диктаторов. И просит обратить внимание на тех бывалых оппозиционеров, которые поддержат эту троицу. Они не могут, его слова дословно, они не могут не понимать, что происходит, значит, готовы здесь встречать русские танки. Понимаешь? Ну, то есть, с одной стороны, люди вышли, это разбудило нацию. С другой стороны, то, как их вывели, то, как их выводили по выходным, то, как их светили на разных платформах, где считываются. Светили Голос, платформа лично. «Голос», конечно. Голосуйте, там, выходите. Мы же прекрасно понимаем все системы, что все люди уже считаны. 35 тысяч по тюрьмам. Евтухович, анархисты сидят с огромными сроками. Кстати, человек, который, я догадываюсь, тебе писал, потому что я знаю, что он пишет и другим. Поскольку я бесконечно ругаю его в своих роликах, это прогнозируемо, и не я первая, кто с этим столкнулся. Он зачищает комментарии у себя, он... Я не хочу лезть. Ладно, мы не будем, дела, да, мы не будем в это лезть. Так вот, этот человек представляет новую оппозицию. Кабинет Тихановской, я предполагаю, опять же. Так вот, что я хочу сказать. Когда Николая Евтуховича посадили, это было 8 декабря. Его взяли. Евтухович считается личным врагом Лукашенко. Он когда-то, когда вышел из тюрьмы, вышел с ультиматумом, с определенным: либо ты уходишь, Лукашенко, либо я создаю партизанские отряды. С того момента он находился в подполье. Так вот, диссидент, человек, который не попросил помилования, держал голодовку, умирал в тюрьме. 8 декабря его задерживают. И я ждала, что будет какая-то реакция, новая позиция кабинета Тихановской и так далее. А что, никакой? Эдер, 9 декабря, на следующий день, Тихановская выходит с заявлением и выражает соболезнования Вячеславу Францевичу Кебичу. Он умер. Кебич. Это премьер-министр Беларуси? Да, до Лукашенко. Который был обласкан Лукашенко и так далее. До сих пор не поданы документы про Евтуховича, про анархистов и так далее. Кабинет Тихановской не заикнулся ни разу. Их надо немедленно признавать узниками совести. Вообще, безусловно. У меня смертная казнь есть в Беларуси. Абсолютно верно. Так о чем мы говорим? О какой системе ценностей? Я об этом говорю в своих роликах. О каком национально-освободительном движении мы говорим? Его нету. Да, смотри, то есть это не какие-то разногласия такого... То есть нет ли смысла вам собраться на открытый зум какой-то? Там есть 5-6, допустим, людей с разными точками зрения, но скажем, пробелорусские, скажем. Или говорить вообще не о чем и не с кем. Не о чем. Поздняк, поздняковцы. А он где? Я последователь Поздняка. Понятно. Это Белорусский народный фронт, он находится в США. Таких... Я очень надеюсь, что мы скоро сможем с ним поговорить в эфире. Поздняк, ну вот, кстати, Портников как-то очень хорошо сказал о Поздняке, что это белорусский Черновол. То, что он делает и как он видит белорусскую государственность, к сожалению, вот лидерами новой оппозиции он полностью дискредитируется. То есть дискредитируется... Чем они могут дискредитировать его? Ну, крайние националисты, русофобы. Что такое крайний национализм белорусский? Вот ты мне сейчас говоришь, это обычная национальная самоидентичность. То есть просто не то, что даже говорить, вот я знаю, допустим, ты тоже белорусскую мову не дуже да, так... к сожалению, да. Но даже просто говорить, что ты белорус, и подчеркивать это уже как-то встать посреди класса и выпендриваться. Абсолютно верно. Абсолютно верно. Сиди тихо и как бы тебя не... Поэтому вот это закидывание уток с рассылками, они не выходят напрямую на прямые
Даже те люди, которые тебя пишут, я приглашаю, пожалуйста. Человек, который там пишет Айдеру, я готова в каком-нибудь эфире выступить, ответить на все вопросы там и так далее. Вот это закидывание из-под тишка национальных деятелей каких-то. Допустим, Вадима Довнера, который пишет, да? Вадим у нас работал здесь. Да, но ты прекрасно знаешь его Вадим, позицию и да. честность. Не, он, да. И когда эти же люди, о которых мы сейчас говорим, Вадима Довнера называют там, унижают свидетелем поздняка, русофобом и прочее, прочее. Да как можно унизить человека, сказав, что он русофоб? Я Вот вообще это не мы с понимаю. тобой понимаем. Русофоб, это, Но они этого это не прекрасно, понимают. Это божественно. Вот это, одним словом, вот таких белорусы сегодня пробуждаются. И такая часть, о которой мы говорим, которые думают, как я, они есть. Их немало. Просто многие оказались в эмиграции. Многие просто плюют на сегодняшние процессы, потому что понимают, что это не их война и не их протесты. Понимаешь? Они понимают, что сейчас объективно свернуть не получится. Они это понимали сразу. Как говорила Втухович, либо мы выходим на один Майдан, с которого не уходим, и с настоящими целями, с европейским выбором и национальным, а не с белыми, прости, ленточками и за мир во всем мире. И мы называем основного врага Путина, а не просто давайте мы скинем Лукашенко, а Путин помоги. Зачем садиться за стол переговоров с людьми, для которых Путин не враг? Скажи мне, зачем? А Тихановская разве не говорила, что Путин враг? Нет. Я Тихановская говорила, что Путин мудрый политик. А Бабарико? А Бабарико тоже говорил, что Путин мудрый политик. Сейчас риторика немножко меняется. Там очень странная... я замечаю, что меняется. Смотри, там очень странная риторика. Весной еще, когда они появились, я говорила со Втуховичем. Мы абсолютно одинаково видели эту ситуацию. Мы знали, более того, что появятся эти фигуры. Это был тот момент, когда Лукашенко, мы его так называем. Как вы между собой зовете? Лука. Не батька. Нет, ну какой батька? Нет, сейчас же заговорят, я батька. Я батьки, да. Это те, кто очень любит Лукашенко. А я батьки, это кто любит Лукашенко? Да, у нас даже начали смеяться. Те, кто любит Тихановскую, я Светки, а те, кто любит Лукашенко, я батьки. А национальная часть населения считает, что и я батьки, и я Светки — это одно и то же. Угу. Ну, то есть две стороны одной медали. Да, условно говоря. Ну, это такая сленговая часть. Не, я просто выслушал, я белорусские так дела не... Реалии не очень. Ну, вот как-то так. Я сбилась с мысли, я что-то... Я тебя сбил, наверное. А что я говорила? Или нам уже пора заканчивать? Да не, ну там у нас еще есть с ним минуты 4. Чем все это закончится? Пока бедственное положение. Нас совершенно четко мы подошли к полной аннексии и потере государственности. Ну, то есть, как бы формально это не выглядело, все равно это по факту... Случилось то, что должно было случиться, и то, что мы предсказывали весной. Что революция не победит, потому что она не была создана для того, чтобы победить. А белорусы в ней станут расходным материалом. В войне двух тиранов они стали расходным материалом. Полностью зачищено Или вычищено. протестный потенциал. И в тот момент, когда белорусы должны в момент полного поглощения страны встать и создать национальное противостояние, и Лукашенко, и Путин, вставать уже некуда. Слушай, ну ты говоришь, что Лукашенко типа за какую-то свою типа частичную независимость, но мне кажется... Он за себя. Но он даже за себя уже никого не выведет. Ну, нет, он никого точно не выведет. Так Путина Нет, он просто закопает вообще, так сказать. Нет, Айдар, я не об этом. Поставит, да? Я о том, что это не было национально-освободительным движением. Реальное национальное освободительное движение — это должен быть протест двум тиранам. Понимаешь? А не против одного тирана. Слушай, и призвать на помощь Путин, второго это тирана. матрешка, по большому счету. Это русская матрешка, понимаешь? Ну, конечно. Ну, просто один из них старше, но он мельче. И Это что так. может противопоставить Лукашенко Путину, особенно в ситуации, когда он с Западом вдрызг разругался, когда, ну, все, да? То есть с Западом уже никакого разговора быть не может. У него, собственно, кроме как вот к Путину, хочет он того, не хочет. Ну, а какая дорога-то? Не знаю. Никто сейчас не знает. Вот сидим как на пороховой бочке и наблюдаем, что будет завтра. Сохранятся ли белорусы как нация? Сегодня читал просто про аншлюз Беларуси, такие мысли грустные у одного хорошего, в общем, обозревателя, что белорусов все плохо. То ли Портников написал, я просто боюсь соврать.
И что следующие 20 лет станут, ну, могут стать, да, годами, когда окончательно белорусская идентичность уйдет. Но совсем никто не будет говорить по-белорусски. Там, Я думаю, что нет. Кстати, тот же Портников говорил, что... Потому что я не Портников. Ну, к вопросу Портникова я слушала, он говорил, что все-таки страна, там, Беларусь, да, Украина, как мы... Это не территория, это люди, да? Ну, так есть они, люди которые есть. считают себя белорусами, европейцами. Да, есть. Есть, и сегодня они поднимают голову. И более того, те, кто были индифферентны к процессам, они поднимаются. Понимаешь, вот когда происходят такие события страшные, человек ищет ответы на вопрос. И рано или поздно, даже то, что произошло, я вижу сегодня молодых ребят, которые мне сейчас пишут. Вчера они еще были последовательно шли на мирные марши, верили тому, что им говорится, а сегодня они задают вопросы. И эта молодежь, она думает. Она начинает учить мову, она начинает возвращаться к корням. Я думаю, что белорусы останутся. Я увидел тебя на канале людей молодых, за границей живущих в Америке, которые Прекрасные говорят ребята. белорусскую мову и так вообще заслушаешься. Да, и ты же так не рассказал, тебя перебил опять. У меня телеведущий, извини меня, ты как хрен из редьки. Расскажи, пожалуйста, про белорусский Майдан, коротко. Белорусский Майдан была сделана как организация помощи белорусам. Здесь, в Украине. Деньги мы не собирали. Там, когда показали нас на ОНТ с пачками долларов, там, евро, что мы собирали на оружие и так далее, мы собирались. У нас была программа сбора средств для размещения белорусов здесь. Но я тогда выступила у Романа Цымбалюка, потом у Романа Скрипина, и стали мне звонить, писать украинцы, и они предложили бесплатное жилье для белорусов, предлагали. Поэтому те белорусы, которые писали, мы могли их размещать бесплатно у некоторых украинцев, беженцев, конечно. И нам фактически деньги не нужны были на эти процессы, мы их не собирали. Единственное, на что мы пытались собрать деньги, это на поездку в АТО, но мы не смогли их собрать. То есть, вот нам ребята, пару человек прислали, пока у нас... Ну да, нет, надо с пустыми руками тоже туда ездить, надо знать, что нужно. Точно. Ребята, которые белорусы воюют, сделали кое-какие заказы, но мы не смогли пока это сделать. Вот вы с ними мы это отложили. С нашими бойцами украинской армии, которые воюют. Я с некоторыми поддерживаю отношения и знаю некоторых через Николая. И они меня давно знают, кстати, к вопросам рекомендаций по поводу меня. Ну, а есть шанс? Я тебя не проверяю. Да, нет, я говорю это зрителям. Я говорю это зрителям. То есть в дальнейших планах это усиливаться здесь и ждать того момента, когда можно будет в Беларуси реально ситуацию изменить. Не вот так, а вот реально. Да. Сохранять, я призываю сохранять протестный потенциал и не поддаваться сегодня провокациям на выход на улицы с голыми руками, когда Лукашенко и Путин мобилизовали всю машину подавления. А ты думаешь, Лукашенко сможет стрелять? Конечно. Его же ничего не останавливает, все. У него уже пройден этап боязни чего-то. Он закрутил машину по самые... Собственно, что я спрашиваю? Да, он уже стреляет. Который столько людей поубивал. Да, мы же не знаем реальных цифр. Понимаешь? Я сказала по поводу Автуховича, я бы хотела, для меня важно, чтобы это прозвучало. Так вот, новая оппозиция так до сих пор не сделала никаких заявлений с декабря месяца не по делу Автуховича, так называемых террористов и анархистов. А по этому делу вот второму? Нет, не знаю, не проследила. Вот эти дни, по-моему, нет. Но что касается героев и диссидентов, они замалчиваются, как и все национальные герои. Штабом Тихановской, рупором Франаком Вечорко, другими. Ничего, полная тишина. Ребята, которые в Америке, белорусскомовные, о которых ты говоришь, они помогают мне. Мы стараемся делать что-то вместе. Так вот, там есть политолог, девушка и другие. Весь вопрос в том, что даже для того, чтобы нам сейчас, мы пытаемся это сделать, достучаться до институций различных, и Николай был объявлен политвязнем, нам нужно ходатайство официальной оппозиции, которая признана европейским сообществом. Как бы там ни было, давайте так, у нас время программы подошло к концу. Я призываю всех, кто из белорусов, из любых штабов, кто имеет отношение к официальным органам Евросоюза там, или Amnesty, или там, я не знаю, там, чего в Америке,
все-таки это дело серьезное, это подострельные статьи и по первому, и по второму делу. Как бы вы ни относились к тем людям или к этим людям, да, но это дело такое, все равно надо за своих стоять. Я надеюсь, что эти имена узнает весь мир, точно так же, как он узнал там имя Навального, например. Как бы к нему там кто ни относился, человек не должен помирать в тюрьме, да, например, так. Вот, и надо все равно бороться за то, чтобы белорусские оппозиционеры, их имена были известны, чтобы они были освобождены, чтобы Лука их не расстрелял. Причем они-то и есть истинные герои. Это реальные борцы с режимом. Это именно реальные борцы с режимом. Николай Евтухович, я назову, Микола Дедок, для меня это очень важно, Володя Гундарь. Это все люди, которых я знаю. Оля Майорова, Оленевич, дело анархистов. И, ребята, я прошу за них бороться. Те, кто может за них бороться, я прошу за них бороться. Официальная позиция, какой бы ни была, которая имеет доступ к институциям европейским и американским. Спасибо, что пришла. Если будет что-то Лукашенко заявлять, еще будем тебя приглашать, вызывать на связь и так далее. С нами была Алена Васильева, белорусская политическая беженка в Украине. Благодарю всех, кто смотрит, кто поддерживает нас на Патреоне. Благодаря вам мы вещаем борьба АТР за наш народ, за наше пространство, которое связывает нас всех вместе в это страшное время, продолжается. И благодаря вам и нашей солидарности мы обязательно победим. Смотрите АТР. До завтра. Всего доброго.